Исторический визит президента Узбекистана в Татарстан. В чем главные смыслы? «Знай наших» или «Чем учитель из Татарстана Арман Костанян взял Москву?» Тройняшки в подарок и как вдруг ставшая многодетной семья оказалась за бортом поддержки государства. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Я увидел в лице наших обоих команд, что они тянутся друг к другу. В вашем лице мы видим человека, который поддерживает все движения, которые есть. Первый визит президента Узбекистана в Казани. Новые возможности и перспективы сотрудничества. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пытаюсь показать вот эту математическую начинку во всех предметах, которые нас окружают. Математика в стиле рэп. Арман Костанян. О чем татарстанский учитель хотел спросить Путина? С недельку я привыкал к этой мысли, что у нас будет 3 детей. Естественно, няня нужна была бы. Счастье в тройном размере. Как семье Скулкиной справиться с проблемами, умноженными на 3. Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. Будущее создается сегодня не только на наших глазах, нашими руками. Скажи что-то в этом роде Владимир Путин еще пару лет назад, уверен, мы бы не прочувствовали, не осознали эту фразу так, как сейчас. Как и прогнозировалось, речь президента страны на площадке дискуссионного клуба «Валдай» стала ярким событием мирового масштаба. Тезисы выступления уже разошлись на цитаты, в том числе в зарубежных СМИ, и обсуждают, как правило, то, что кажется наиболее острым, понятным, злободневным. Ядерное оружие и возможную отмену запрета на его испытания. Катастрофу самолета Пригожина, конфликт на Украине, взрывы на северных потоках, ситуацию с Карабахом и так далее. Мы оставим эти темы для других изданий и каналов, тем более, что их уже успели и обсудить, и разобрать по полочкам. Для меня самым важным в послании Владимира Путина было рассуждение о том, почему Россия, как, цитата, «самобытное государство цивилизации, не хочет и не может послушно, вопреки ее интересам, встраиваться в западную концепцию видения мира, основанную на придуманных правилах подавления неугодных, гегемонии странах-сателлитах». К сожалению, констатировал Владимир Путин, Запад наше стремление к конструктивному взаимодействию воспринял превратно, как покорность и признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере. Однако это глубочайшая и трагическая ошибка, основанная то ли на самонадеянности западных партнеров, то ли на их вероломстве, а скорее всего и на том, и на другом. Благосостояние Запада, увы, это не открытие, а можно сказать доказанный факт, было основано на ограблении других, по сути колоний на протяжении веков. Давайте послушаем фрагмент выступления Владимира Путина. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой. Природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Мне иногда говорят, зачем вы так много времени уделяете глобальным, где-то даже философским вопросам. Опуститесь на региональный уровень. Поговорите о том, что ближе, интереснее рядовым жителям. О проблемах ЖКХ, демографии, о развитии малого бизнеса. Эти темы обязательно найдут отражение в нашей программе, но хотелось бы донести до наших зрителей. Мировые политические проблемы стали до такой степени всеобъемлющими, что теперь они касаются всех и каждого. Давайте честно и объективно. До 2014 года мы и конфликт на Украине воспринимали как региональный, не имеющий к нам лично непосредственного отношения. Сегодня все круто изменилось. Есть ощущение, что на Западе его до сих пор считают рукотворным, искусственным. Мол, это Россия развязала территориальный конфликт. Владимир Путин дал понять, что это еще одна величайшая ошибка наших оппонентов. Россия не начала, а пытается закончить. И не территориальный конфликт. С этой точки зрения, такой большой стране, как Россия, не нужны дополнительные территории. Нам бы освоить Сибирь, Дальний Восток. А фундаментальный спор о настоящем и будущем мироустройстве. Мы отстаиваем и собственные принципы, и собственную безопасность. Одного без другого быть не может. Прочный и справедливый мир, основанный не на постоянно меняющихся правилах, а на незыблемых стандартах.
Путин сформулировал их как 6 принципов современного мироустройства. Первое. Открытый мир. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Второе. Многообразие мира. Мы за то, чтобы оно не просто сохранялось, а стало фундаментом всеобщего развития. Третье. Максимальная представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других и от имени других. Четвертое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Нужно освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Наконец. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Владимир Путин об экономике говорил, как всегда, предметно, с цифрами, с фактами. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, необходимость продолжать СВО, милитаризации экономики в России не происходит. Вполне здоровый бюджет и здоровая экономика дал оценку Владимир Путин. В стране рекордно низкая безработица, всего 3%, а основной рост дают обрабатывающие отрасли – 43%. Нефтегазовые доходы также в плюсе, примерно на 3%. Что касается санкций, президент подробно об этом не говорил, но, характеризуя отношения с Европой, очень образно и емко сказал. Мир меняется. И лазить все время в окно, туда-сюда, значит, штаны себе рвать, не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? И в отличие от затухающей Европы, эти двери наши партнеры из постоянно набирающих обороты стран Азии, Африки, стран арабского мира гостеприимно распахивают. Отдельно стоит посмотреть на перспективы нашего сотрудничества с бывшими союзными республиками, ныне независимыми и потенциально мощными государствами. Узбекистан в этом ряду занимает особое место. Нас связывают крепкие и давние исторические, культурные, научные, политические и экономические связи. На этой неделе состоялся исторический визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. А первым пунктом его пребывания в нашей стране стала не Москва, а Казань. Что, наверное, и символично, и правильно. Наши народы, татарские и узбекские, связывают не просто крепкие узы добрососедства и взаимовыручки, а поистине стратегические партнерские взаимоотношения. Мы близки ментально, исторически, духовно. Если говорить про экономику, то наше сотрудничество носит всеобъемлющий характер. Руководство Узбекистана нацелено на инновации, на продвижение страны в мире. И это очень удачно вписывается в стратегию развития Республики Татарстан. Товарооборот по итогам 2022 года между Татарстаном и Узбекистаном превысил 290 миллионов долларов. И примечательно, что по сравнению с 2021 годом он вырос почти на 50%. Такая же положительная динамика сохраняется и в этом году. По итогам 2022 года экспорт из Татарстана составил 219 миллионов долларов, рост почти на 40%. Импорт почти 72 миллиона долларов, увеличился в 2 раза. Об историческом визите и о том, какие перспективы открывает тесное сотрудничество с Узбекистаном в нашем репортаже. Татарстан встретил президента Узбекистана по-летнему теплой и солнечной погодой, что не совсем характерно для Казани начала октября, но и не иначе. По велению Всевышнего тепло и солнце решили задержаться в столице на пару дней, чтобы первый исторический визит Шавката Мирзиёева прошел максимально комфортно. У трапа самолета президента приветствует раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Денис Мантуров.
Теплые рукопожатия говорят сами за себя. Встреча долгожданная и, что важно, тщательно подготовленная. Несколько недель назад Казань посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, для которого была организована насыщенная деловая программа. А за день до визита Шавката Мирзиёева на Казань-Экспо стартовал масштабный российско-узбекистанский форум, на который съехались более 700 руководителей компаний из 19 субъектов Российской Федерации и 12 регионов Узбекистана. У президента Узбекистана программа пребывания сверхнасыщенная, и Казань готова соответствовать столь плотному графику. С трапа самолета прямиком на площадку Казань-Экспо. Добрый день, уважаемый Шавкат Мирамонович. Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана презентует экономический потенциал республики и рассказывает о текущих результатах сотрудничества. Товарооборот по итогам 2022 года между Татарстаном и Узбекистаном почти $300 миллионов. Вроде бы неплохо, но для обеих сторон очевидно, что потенциал сотрудничества заметно выше. Для понимания, товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2022 году приблизился к $10 миллиардам, а товарооборот республики с братской Белоруссией в районе $1 миллиарда с перспективой удвоения этого показателя в ближайший год-два. То есть куда расти. Талия Минулина обозначает одно из главных преимуществ современного Татарстана. И это, конечно, все, что связано с промышленными парками и особыми экономическими зонами. Это единственный регион в России, где есть 7 федеральных площадок с налоговыми льготами. Целых 7 действует. И 100 промышленных индустриальных парков. Да, IT-парков, технопарков – это рекордное, конечно, число. Как мы уже упомянули, у Татарстана успешный опыт продвижения своих технопарков в Узбекистане, и это опыт проектов, реализованных совместно с узбекскими партнерами. В марте 2022 года в Ташкентской области под кураторством Казанского Химграда был открыт технопарк «Черчик». А не так давно запущен новый проект в городе Джизак. Мы на рынок Узбекистана принесли новый формат. Это готовые производственные помещения, в которые на условиях аренды заходят наши резиденты. Все условия для них созданы. Более того, под ряд резидентов мы строим непосредственно под их техническое задание объекты. Сегодня на территории флагманского проекта Химграда в Узбекистане технопарка «Черчик» реализуются проекты на общую сумму $255 миллионов. В Джизаке работа только началась, пока там проектов на сумму около $20 миллионов. В Казани в эти дни хакимы и руководители крупнейших регионов Узбекистана, и они приехали не просто посмотреть на красоты Казани, а с конкретными бизнес-целями. Чувствуется, что везде применяются IT-технологии, цифровизация. По-моему, это один из первых задач поставлен в руководстве Республики Татарстан. Сотрудничество именно с Татарстаном для нас это очень интересно, для меня как руководителя региона Джизакского, поскольку уже те проекты, которые мы в свое время начали, это под пристальным вниманием находится многоуважаемого нашего президента Шавката Мирзиёева и, конечно, Раиса Татарстана Минниханова Рустама Нургалиевича. Несмотря на крайне плотный график, Шавкат Мирзиёев, Рустам Минниханов и Денис Мантуров подолгу останавливаются возле каждого стенда. Надо отдать должное организаторам выставки. Они смогли компактно, наглядно показать инвестиционный потенциал республики. Здесь и флагманы татарстанского бизнеса Татнефть, Сибур, Таиф, вертолетный завод и наши КАМАЗы. Лидер отечественного машиностроения стоически переносит все вызовы времени. Основной целью у нас было не повторить то, что мы делали раньше с нашими традиционными поставщиками из Европы, из США, а сделать локализованный продукт более высоких характеристик. Могу сегодня говорить, что у нас это получилось. А также инновационные компании, IT-разработки, предприятия малого и среднего бизнеса, те, что уже обосновались и успешно работают в Узбекистане, как компании по производству медицинских стимуляторов «Эйдос». Так и перспективные разработки, которые потенциально могут выйти на рынок Узбекистана. Например, вот этот биометрический терминал. Устройство позволяет распознать клиента за долю секунды и даже оплачивать покупки взглядом. На стенде нашей особой зоны Алабуга Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов что-то оживленно обсуждают. Чуть позже станет известно, что принято решение о строительстве в Бухаре филиала Алабуги свободной экономической зоны. Фактически это филиал Алабуги в Узбекистане. И президент Узбекистана нам передал все полномочия, полный карт-бланш и пообещал, что уже на следующей неделе выделит первый транш на финансирование первого этапа в размере $60 миллионов. Исходя из опыта Алабуги, мы будем создавать промышленный парк в Бухарской области на территории 1000 гектаров.
Интерес к сотрудничеству взаимный и неподдельный. Итоги форума подведут позже, но уже в процессе его проведения стало известно, что обсуждается более 3 десятков инвестиционных проектов на общую сумму более 300 миллионов долларов. Прямо в кулуарах форума документ о строительстве новых АЗС подписывают генеральный директор Татнефти Наиль Маганов и хаким Ташкента Шавкат Умарзаков. Стратегическое партнерство Татарстана и Узбекистана гораздо шире и объемнее, чем конкретные соглашения. Оно охватывает огромное количество областей. Это и культура, и налаживание связей с диаспорами. В Узбекистане живет и прекрасно себя чувствует многочисленная татарская диаспора, которая насчитывает около 300 тысяч человек. Огромные перспективы в области образования. В Джизаке открылся филиал Казанского федерального университета. А в вузах Татарстана обучается около 3000 студентов из Узбекистана, в том числе в университете Иннополиса. Сколько у тебя преподавателей иностранцев? 40 преподавателей иностранцев. И студентов? 1300 студентов. 17 студентов из Узбекистана. Очень умные ребята. В области развития туризма немало возможностей. Авиаперелеты из Казани в Ташкент и обратно не просто реальны, а регулярны. В ближайших планах сделать авиарейсы ежедневными. Есть воздушное сообщение между Ферганой и Казанью, Самарканд, Казань. Ну, в планах, значит, мы уже обговаривали с нашими коллегами, Министерством транспорта и Росавиации, что мы будем увеличивать частоты до 7 раз в неделю. Наука, молодежная политика, все, что касается развития муниципальных хозяйств, в эти дни в Казани найти надежных и перспективных партнеров из Узбекистана удалось многим нашим руководителям. 3 дня мы уже совместно работаем, договорились о новых проектах. Вот буквально только что подписали с компанией «Татнефть» о строительстве автозаправочных АЗС «Татнефти» в Ташкенте. Но их у нас интересует наша практика по рекламе, по общественному транспорту, по департаменту питания, по школьному питанию, другие проекты, потому что мы прошли эту дорогу. Соответственно, друг у друга есть всегда чему учиться, тем более Ташкент, Казань, Узбекистан, Татарстан, Россию связывают вековые отношения. Шавкат Мирзиёев в плотном графике визита все-таки нашел время для посещения исторических и культовых объектов на территории Казанского Кремля. В сопровождении Рустама Минниханова он посетил мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Своими впечатлениями Шавкат Мирамонович поделился на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Еще раз хочу от имени себя, от имени нашей делегации выразить вам благодарность, потому что я хотел увидеть глазами, я увидел настроение людей, я увидел настрой людей, я увидел сегодняшний, вот, на самом деле, форум прошел, он насыщенный, я увидел в лице наших обоих команд, что они тянутся к друг другу. Вот это самое желание тянуться и желание работать совместно, это о многом говорит. Всегда в вашем лице мы видим человека, который поддерживает все новые, все движения, которые есть. И в то же время не могу не сказать, что самая большая диаспора татар – это Узбекистан. И, конечно же, мы же много общаемся. Они видят, какие преобразования идут в вашей стране, очень благодарны. Мы и сами чувствуем, вот, мы проводим много культурных мероприятий. Значит, везде, на всех уровнях очень серьезная поддержка. Получив заряд бодрости и хорошего настроения после Казани, Шавкат Мирзиёев отправился в Москву, где его ждали встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и президентом страны Владимиром Путиным. Я знаю, что вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, вы поделитесь тоже своими впечатлениями от этого. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть вашего визита. Татарстан может многое предложить. Региональный форум в Казани, на самом деле, около 3000 участников из России, из Узбекистана. Это впервые у нас все 14 регионов на уровне хакимов, то есть руководителей областей, присутствовали. И вчера мы подробно две сопредседателя межправкомиссии отчитались. Очень серьезный результат. Я очень доволен.
Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Такая была насыщенная неделя у главы государства, а накануне лидер страны отметил свой день рождения. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале от лица жителей республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Рустам Минниханов выложил видеоролик, на котором главу государства поздравляет герой России старший лейтенант Расим Баксиков. Все мы, стоящие на защите Родины, считаем вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы, сказал герой России в своем поздравлении. Уважаемый Владимир Владимирович, все мы, стоящие на защите Родины, считаем вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы. Разрешите в день вашего рождения пожелать крепкого здоровья, сил, чтобы воплотить в жизнь все планы. Уверен, нас ждут великие победы во благо Родины. Верим в вас и поддерживаем все ваши решения. И знайте, мы не подведем при выполнении всех поставленных вами задач. Туган Кёнегис Белен, Владимир Владимирович. Продолжаем программу. Один из самых важных и, пожалуй, народных праздников мы отметили на этой неделе. День учителя. Удивительная профессия по своей значимости, важности, сложности. В Татарстане сейчас работает 36 тысяч учителей. Всего в системе образования трудится 77 тысяч работников педагогического труда. В преддверии Дня учителя в Москве состоялась встреча Владимира Путина с лучшими и самыми яркими учителями страны. Президент страны отметил, цитата, «Ваши идеи, наработки получили заслуженное признание со стороны коллег, всего педагогического сообщества. Ну а если они получили такое признание, то они заслуживают того, чтобы их продвигать и внедрять в самом широком смысле этого слова». Среди самых лучших на этой встрече был и наш татарстанский учитель, наш коллега в прошлом Арман Костанян, ныне учитель математики в лицее Иннополис. И нам есть чем его поздравить. Лучший учитель республики этого года Арман Костанян стал призером всероссийского конкурса. Вошел в топ-5 лучших учителей страны. По его признанию, он пришел в профессию случайно, но ни о чем не жалеет. На уроках может сыграть на фортепиано и представить математику в стиле рэп. Татьяна Тимошенко продолжит. Можно нам оценки поставить пятерку? Чего? Я выиграл, а не вы. Лучший учитель Татарстана, лауреат и один из 3 призеров Всероссийского конкурса учителей Арман Костанян после московской сцены и поздравлений встречается со своими 8-классниками. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Неизменная звездная улыбка. Учитель математики в прошлом и сам телезвезда. Вел рубрику на канале ТНВ. Всем привет! Сегодня уже суббота и время свежих новостей интернета. Подрабатывал на стройке, во время учебы в институте играл в КВН и занимался бальными танцами, работал программистом. В школу попал случайно. Сначала не хотел, но все грани сошлись в одной профессии. Остался уже на 6 лет. Например, мы на уроке модельку куба распечатали на 3D-принтере, и, соответственно, геометрическая фигура, с которой работали. Один урок я начинал с стихотворения, и, соответственно, на основе стихотворения, проанализировав его, мы построили математическую модель и задачу решили. То есть вот такое тоже бывает. У меня одна, так скажем, из моих преподавательских фишек, что я пытаюсь показать математику, эту математическую начинку во всех предметах, которые нас окружают, обыденные. Стена, дверь. Да, я не знаю, пластиковая бутылка, крышка от кастрюли, я не знаю, кусок сыра, все что угодно. Мета- и надпредметность как основа получения главной способности, анализа, обретения новых навыков, которые должны стать основой успешности учеников в жизни. Грамотность математическую развивает, практику тоже мы не забываем. Всем нужны для укрепления своих знаний практика, ориентированные задания. Выпускники этого года, победители Всероссийской олимпиады, уже сами работают учителями и наставниками. О важности профессии, которая формирует будущее, ее экономику, благополучие общества во время встречи с лучшими учителями страны говорил и Владимир Путин. Это не просто профессиональный праздник. Он близок, понятен практически всем гражданам нашей страны, тем, кто учится, тем, кто учит, и всем, кто учился.
Хочу вас всех поблагодарить за ваш труд, заботу, душевную щедрость к детям и пожелать вам всяческих успехов. Выступить с предложением к президенту страны не хватило времени, но министр образования России заинтересовался опытом лицея Иннополиса, о котором рассказал Арман Костанян. Искусственный интеллект будет помогать выстроить индивидуальный маршрут обучения учеников. Он будет проводить диагностику, да, то есть он задает какие-то сначала базовые вопросы, которые мы там в него загружаем, а потом уже в зависимости от ответов он будет генерировать новые вопросы, чтобы проверить глубину его знаний, глубину увлечений, интересов, сфер деятельности и так далее. И вот тем самым он будет показывать, что вот там у ребенка хорошо вот это получается, надо ему вот это усилить. Или там здесь вот у него слабенько, надо попробовать, если понравится, двигаться дальше. И вот здесь уже на основе вот этих данных как бы вот наставник, там, тренер, педагог, то есть он уже может выстроить вот этот маршрут, скорректировать его и так далее. В школах республики сегодня работает 77 тысяч педагогов. В День учителя они принимали поздравления и от Раисы Республики. Каждый педагог вкладывает всяческую души своих учеников. Именно от вашего опыта, мудрости и знаний зависит воспитание молодого поколения, неравнодушных граждан и патриотов Родины. Одна из характеристик учителя – то, как называют его дети в своем окружении. Арман Анатольевич, уши закройте, пожалуйста. Закройте? Да, я пообещала, да. Что уши вы закроете. Можете. Потом. Ага. Так, я что-то не припомню. Я слышала, как говорили, то есть Арманчик говорили. Ну, это если быстро, коротко, так. Да. Но это не прозвище, скорее, просто как... Удобнее говорить. Да. Любя. Арман Артурович в первый день своего триумфального возвращения с всероссийского конкурса сверяется с учебным планом и останавливаться не может себе позволить. В век вот этой цифровой эпохи мы больше должны уделять внимание не сколько знаниям, сколько навыкам, чтобы ребенок научился рассуждать, ребенок научился выстраивать какие-то логические цепочки, делать анализ и так далее. Вот сейчас больше всего ценятся вот именно вот эти навыки, потому что сейчас все очень быстро меняется. Арман Костанян своей звездной улыбкой подтверждает, готов участвовать и в конкурсе «Учитель Вселенной», если таковой появится. Ведь в школе на уроках математики учат не только считать, но и тому, что звезды светят в каждом сердце. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, «7 дней». Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. С недельку я привыкал к этой мысли, что у нас будет 3 детей. Естественно, няня вот нужна была бы. Счастье в тройном размере. Как семье Скулкиной справиться с проблемами, умноженными на 3. Вы наш золотой актив, так обратился к ветеранам госслужбы Татарстана Рустам Минниханов. Встреча прошла в Казанской ратуше. Ее приурочили ко Дню пожилого человека. Раис Татарстана вручил государственные награды ветеранам госслужбы республики. Для них прошел большой концерт с участием известных артистов и творческих коллективов республики. Рустам Минниханов встретился с председателем и членом исполнительного совета директоров группы «Шишиджам» Ахметом Кырманом. Обсудили текущую ситуацию на предприятиях компании, которые ведут бизнес в Татарстане. Рустам Минниханов подчеркнул, Турция – один из ведущих зарубежных партнеров республики. Сельским медикам дополнительные меры поддержки молодым предпринимателям на селе, региональные налоговые льготы. Увеличить квоты приема на целевое обучение по образовательным программам в сфере АПК. Такие предложения прозвучали на заседании Ассоциации молодежных парламентов в Кирове. В нем участвовал председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. В Казани открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Мансуру Хасанову. Она появилась на стене Академии наук. Это знак признания больших заслуг ученого, дань уважения его бесценному вкладу в общее дело, отметил Рустам Минниханов. Он лично приехал на открытие. Государственный советник республики Ментимер Шаймиев подчеркнул огромную заслугу Мансура Хасанова в создании Академии наук. В Альметьевске появится федеральный центр триатлона. Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Обсудили вопрос сотрудничества в области популяризации физкультуры и спорта, организацию в республике различных соревнований.
Педагогов чествовали в полилингвальной школе «Адемнар» в Казани. Поздравить их приехал Ментимер Шаймиев. Государственный советник с исполнительным директором фонда «Возрождение» Зульфией Сунгатулиной вручили учителям сертификаты за реализацию концепции полилингвального образования. Рустам Миниханов встретился с генеральным директором «Мегафона» Хачатуром Памбухчаном. В этом году мобильный оператор отметил 30-летие. Раис отметил, «Мегафон» является стратегическим партнером Татарстана, который оказал большое содействие при проведении универсиады, чемпионата WorldSkills, а также мероприятий в рамках «Казань-форум». В Русском драматическом театре Казани открылся Качаловский фестиваль. На сцене «Король и лир» Московского театра «Мастерская» Петра Фоменко. Посмотреть постановку пришли председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин с супругой Луизой Акрамовной. Третий театральный фестиваль продлится до 26 октября. В Татарстане во всех 45 муниципальных образованиях приняли решение о начале отопительного сезона. Об этом сообщили в Доме правительства на субботнем совещании с Раисом Республики. В Казани отопительный сезон стартовал 5 октября. Норматив подачи тепла в многоквартирные дома – 2 недели. На сегодняшний день подключены к отоплению 49% школ, детских садов и больниц города. – 2022 стал рубежным, переломным для всей российской экономики. Как прогнозировали эксперты, он выдался крайне сложным и трудным, особенно для предприятий реального сектора. Группа компаний «Таиф» в этом отношении исключением не стала. И тем не менее, несмотря на тотальные санкции, введенные против России, предприятия группы выдержали все, завершив год с отличными результатами. Об этом было доложено на расширенном заседании Совета директоров акционерного общества «Таиф», которое прошло в головном офисе компании в Казани. Сольдированный доход с учетом компаний, объединенных с ПАО «Сибурхолдинг», составил более 1 триллиона 100 миллиардов рублей. В том числе доходы компаний группы текущего состава превысили 600 миллиардов рублей. По показателю доходов от продаж и по показателю EBITDA мы получили результаты, превосходящие уровни прошлых лет. Важным фактором устойчивости компании стал огромный запас прочности, накопленный за предыдущие годы работы, а также высокая квалификация специалистов. Сложные вызовы в ТАИФ научились преобразовывать в точки роста, а полученные доходы позволяют не только динамично и поступательно развиваться, но и направлять колоссальные средства на социальные проекты, поддержку спорта, благотворительность. За 28 лет компании группы «Таиф» инвестировали в различные направления на более 2,6 триллиона рублей. Это инвестиции в абсолютно разных направлениях. Конечно, безусловно, с основным упором на производство. Это создание новых производств, это модернизация и реконструкция действующих производств, это программы, масштабные программы ресурсы, энергосбережения, промышленной, экологической безопасности, социальной направленности. Это вклад в развитие работников коллектива. Группа «Таиф» продолжает уверенно двигаться вперед, активно открывая новые производства, вкладываясь в общественно значимые социальные проекты на территории Татарстана, в полной мере оправдывая свой девиз «Сила во благо». Мы продолжаем программу «7 дней». Плод разногласий, рожать или не рожать – дело не частное, а государственное. Такая реальность вполне может ждать Татарстан, да и страну в ближайшее время. В республике продолжается дискуссия об ограничении проведения абортов в частных медучреждениях. За последний месяц несколько коммерческих клиник одна за другой убирают из перечня услуг процедуру прерывания беременности. Все чаще звучат предложения, в том числе и в Татарстане, что подобную услугу должны проводить только государственные медицинские учреждения по полису ОМС. Частники якобы проводят процедуру с нарушениями, есть вопросы по доабортным консультациям и несоблюдению недели тишины. Коммерческие медучреждения в республике буквально задыхаются от проверок, которые хлынули вместе с этой инициативой. Закон еще не принят, а клиники уже чувствуют давление. Многие просто стали отказывать в процедуре беременным женщинам. Еще одна инициатива. Министерство здравоохранения России внесло некоторые препараты для прерывания беременности в перечень лекарств, подлежащих количественному учету. Пропаганда отказа от абортов должна быть максимальной, мы согласны, но стоит ли запрещать? К чему мы можем прийти, через это нельзя? Всплеск подпольных абортов? К тому же разные бывают обстоятельства, что делать иностранным гражданам, которые не имеют российскую страховку, и почему государство снова решает за женщину. Диляра Юсупова выслушала мнение обеих сторон. По
последнее время об эту тему было сломано немало копий. Сначала министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что женщинам надо рожать, а не строить карьеру. Затем эстафету принял наш министр. Марсель Минулин довольно резко говорит «нет абортам в частных клиниках». Следом его поддерживает Ирина Волынец, считая, что за демографию стоит побороться любыми путями. Как уполномоченный по правам ребенка я обратилась в Госдуму Российской Федерации, в профильный комитет по женщинам и детям с просьбой изменить федеральное законодательство и вывести аборты из частных клиник, потому что какие-то частные клиники получают лицензии в регионах, региональные частные клиники, какие-то получают лицензию на аборт на федеральном уровне. Поэтому у региона нет механизмов с помощью закона эти лицензии отобрать, либо не выдавать, либо их выдают вовсе не регион, а выдает Москва. Мы собрали руководителей частных клиник, владельцев частных клиник. И как детский омбудсмен я обратилась к ним с просьбой о необходимости прекратить зарабатывать на абортах. Инициативы, вроде бы закона как такового нет, но проверки стартовали. То и дело в частные клиники захаживает прокуратура и Роспотребнадзор. Проверяют документы, лицензию, карточки пациентов. Через проверку прошли и в клинике семейной медицины. Они уверены, у них все в порядке. Стандартная медицинская карта женщины, которая пришла на аборт, выглядит примерно так. То есть женщина приходит на первичный прием к врачу-акушеру-гинекологу, врач обязательно ее осматривает на кресле. В этот же день женщине проводится ультразвуковое исследование органов малого таза, где подтверждается беременность и устанавливается срок беременности. И после этого женщине дается 7 дней тишины. Так называемый золотой стандарт есть или, по крайней мере, должен быть и у тех, и у других. Если говорить про отличие частного от государственного, документально этого отличия просто не существует. На законодательном уровне никакой разницы нет. Требования к медицинской клинике и к абортам одинаковые, вне зависимости от форм собственности. То есть мы работаем по тем же нормативным документам, мы обязательно соблюдаем все законы, СанПин, эпидемический режим. Мы проводим предабортное консультирование. И, по сути, все то же самое, что и в бюджете. Различие все же есть, оно неформальное. Зачастую к частникам обращаются по конкретной причине. Допустим, к конкретному врачу, к которому привык пациент. Из-за удобства, отсутствия очередей, ну и, конечно, отсутствия страховки. Кто-то не хочет, чтобы в женской консультации, которой она приписана, возможно, она хочет сохранить какую-то конфиденциальность. Возможно, ей, естественно, что в какой-то степени сервисная составляющая в частной клинике лучше. Поэтому она это выбирает. Кроме того, есть женщины, которые приезжие, у которых нет, например, прописки, или она временная, или нет полиса, то есть она не может обратиться. Для нее это возможность обратиться в частную клинику. Но, в общем, в любом случае это выбор женщины. Мы не можем здесь говорить, что вы сюда не обращайтесь, обращайтесь только туда. У нас это прописано в законе. Любая женщина, любой гражданин имеет право выбора медицинской организации и врача. По нашей информации, кампания против абортов в частных клиниках стартовала около месяца назад. Негласно, конечно, но лицензию отозвали уже треть всех частников. В республике их 86. Добровольно, но вынужденно поговаривают в клиниках. Маховик запущен, недолг час, и вопрос станет по-другому. Рожать или не рожать? Женщина должна сделать выбор сама. Хочет она сохранить эту беременность или нет. Мы должны ей помочь в том, чтобы сохранить беременность. Мне очень не хочется, чтобы это было какой-то такой, знаете, охоты на ведьм, когда давайте всем клиникам запретим делать аборты. Этого делать ни в коем случае нельзя. Минздрав республики при этом тоже держит ответ и не скрывает. Инициатива Минздрава Татарстана вполне в русле федеральной политики. Это превентивные меры в сторону повышения рождаемости. Но настаивают, мы ничего не запрещаем, а просто контролируем. Большинство частных клиник имеют нарушения по проведению процедуры.
Есть небольшие нарушения. Где-то не соблюдается неделя тишины, где-то не консультируется психолог. И поэтому вот эти все проверки, они обусловлены этим. То есть что в городских лечебных учреждениях, в республиканских, что в частных центрах, все должно регламентироваться по клин-рекомендациям и по протоколам. И поэтому ни в коем образом никто там не против, никто там не говорит, что... То есть все должно быть по букве закона. Беседа с психологом, о которой сейчас говорит врач, это то самое доабортное консультирование, которое обязательно в любой клинике. Айгуль проводит как раз такие консультации. Даже не все женщины хотят именно сделать аборт, но важно иметь вот эту возможность, да, то есть принимать решение самим, не думать о том, что я нахожусь в безвыходном состоянии, потому что безвыходность, она провоцирует такую агрессию со стороны женщин, агрессию, направленную и на себя, и на ребенка. По словам чиновников, частники игнорируют эту процедуру в стремлении заработать все и прямо сейчас. Отсюда и резкие высказывания министра республики. Марсель Мансурович, когда с трибуны говорит, он взял под личный контроль все аборты, которые делаются в Республике Татарстан. Также он объехал все лечебные учреждения, потому что в каждом лечебном учреждении у нас созданы кабинеты доабортного консультирования, центры кризисной беременности. Поэтому ежемесячно мы лично министру отчитываемся, сколько снизилось абортов у нас. А у нас снизилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. Хорошо, что снизилось, плохо, что такими методами. Не стоит ли государству обратить внимание на иные способы повышения демографии? Поддержка семей? Нет. Дополнительные льготы? Профилактика? Если девушка в том числе будет понимать эту ответственность, и парень, простите тоже, это не только, то есть это обоюдная ответственность. Если мы с детства будем их учить культуре, общению, семейной культуре, вот с чего надо начинать, я считаю, а не с запретов, потому что запреты, к большому сожалению, я боюсь, могут привести только к подпольным абортам. Давайте же по-честному. То есть у нас тот, кто захотел, он найдет возможность, заплатит любые деньги, но сделает, к сожалению, эту операцию просто подпольно. Мы это проходили. Новая инициатива не регламентирована, пока никаких поправок в законе нет. Но, судя по всему, это вопрос времени. Куда мы движемся? Диляра Исупова, Роман Безменов, 7 дней. Рождение ребенка для любой семьи всегда и огромная радость, и большая ответственность. В материальном плане очень затратная. От многого приходится отказываться. Уровень жизни семьи, как правило, падает. В их финансовой поддержке есть ресурс для повышения рождаемости, если честно. Ну а что же говорить, если в этот мир сразу приходят 2 или огромная редкость 3 детей? Герои нашего следующего сюжета друг друга так и называют – мать-героиня и папа-герой. Из среднестатистической семьи они в один день превратились в многодетную. У них родились тройняшки. В этот же один день вся их жизнь перевернулась и вышла за рамки стандартной общестатистической. Какими сложностями обернулось счастье в тройном размере, расскажет Татьяна Тимошенко. Бесконечный хоровод мамы, папы и их 6-летней дочери вот уже 3 месяца никак не может остановиться, и рук все равно не хватает. Рождение сыновей для них стало запланированным, долгожданным, но все равно неожиданным. Квартиру купили, ремонт сделали. Вот, и решили, думаем, надо друга либо подругу первой старшей дочки. Вот. И на УЗИ я пошла платно, получается. Он мне сказал, да, вы беременная. Вот, у вас 1 плод. Я говорю, точно 1? Да, говорит, 1. Я говорю, ладно. Потом я поступила опять в 7-ю. Посмотрели, у вас, говорит, 2. Я такая, прихожу на скрининг, я говорю, у меня 2. Вот, предупреждаю сразу же. Они говорят, да. Вы здесь такая долго копаете, подождите. Я говорю, что случилось? У меня, говорит, за целый день может, конечно, троиться в глазах. Я говорю, в смысле троиться? У вас, говорит, 3. Я лежала в потолок и плакала, потому что, естественно, вот 3 ребенка, у тебя не 3 руки. 2 я воспринял, ок, ладно, хорошо, 2 пацана. 3 я был в неком замешательстве. Жена сказала, что я с ней, сутки не разговаривал. Я этого не помню. Вот, я, наверное, это очень, переваривал. Да, я, наверное, с недельку я привыкал к этой мысли, что у нас будет 3 детей. А это был уже, по-моему,
конец первого триместра, благо, что мой ангел-хранитель не дал мне совершить никаких глупостей. Еще чуть меньше года назад семья входила в условную категорию среднего класса. Но вместо того, чтобы планировать развитие ячейки общества и мечтать, им пришлось считать. Социальные выплаты разлетелись на первичные нужды, а ежемесячные выплаты смехотворны. Размеры соцподдержки федеральным указом установлены еще в 2008 году. Нам выдали 1000 рублей пособия на ребенка ежемесячно за то, что супруга родила тройню. Потом единовременное пособие в размере 30 тысяч. Опять же, то, что зародила тройню. Мы это на каждого? Нет, типа 10 тысяч получается. Ну, то есть вот 30 30 и по 3 тысячи в месяц на детей до 1,5 лет. Это именно пособие. На путинский мы не попали, опять же. Пролетели мы и с медикаментами. То есть нету скидки у нас на субсидию. Превышает доход. На 2000. Оказалось, что оформить декретный отпуск и остаться на полставки для папы – это больше, чем зарплата. По ночам подработка в такси и доставке. Сон по 4 часа в сутки. Многие подумают, что это большие деньги. Ну, прям реально, они же, ну, это 100 тысяч. Вы что, это средний заработок там, по Казани или по Татарстану, там, 50. Вот. Но, как выяснилось, это не деньги, это просто пыль. И это разлетается настолько быстро, с такой скоростью, что ты даже в карман не успеваешь залезть. 460 пачек детского питания в месяц, 30 пачек подгузников, лекарства, ипотека за квартиру, которую купили год назад, впереди еще 30 лет. То, что удается заработать в ночной подработке, уходит на старшую дочь и обслуживание кредитов. Получается, у нас вот 10 тысяч на жизнь остается. Это из расчета на то, что мы должны купить продукты, заправить машину, оплатить сотовую связь. Это практически физически больно произносить, но глава уже не семьи, семейства вынужден. Мне все друзья, там, коллеги по работе, говорит, папа тройняшек, все, тебе государство. Вот у всех позиция, она одинаковая. Тебе даст государство машину и квартиру, и участок. Я такой, все, построят дом, все будет круто. Дети у меня будут там в своих комнатах жить, они же скоро подрастут. Там, на участке я поставлю беседку, они там качели, они будут кататься, все круто. Вот она, визуализация, все круто, надо к этому стремиться. А когда ты начинаешь считать, сколько это будет стоить, ты понимаешь, что стремиться-то некуда, у тебя нет возможности. У мамы бег по кругу круглосуточный, конвейер, кормление детей по графику каждые 3 часа, стирка, готовка, уборка. Естественно, няня вот нужна была бы. Я просто не понимаю, почему у нас именно в Татарстане не предусмотрено, потому что в Питере выдают саму няню социальную. В республике Хакасия выдают деньги на няню, то есть там 10 тысяч ежемесячно выдают, и она как бы нанимает. Вот почему, вот живя в России, допустим, у нас в каждой республике какие-то другие законы. Старшая дочь 6-летняя Полина рисует радугу себя и братьев и очень ждет, когда они смогут играть в футбол. Сейчас у нее своя комната, но родители думают, а где через год будут стоять стол и кровать. Я помогаю соски в этих засовывать и кормить. А ты любишь братиков своих? Ага. Они непослушные, они хулиганят. 3 сына уже по весу богатыря и 3 задачи для главы семьи неподъемные. Помощник, няня, замена автомобиля на 7-местный под количество членов семьи и расширение жилья на перспективу. В стандартные законодательные рамки господдержки такие семьи не помещаются. Рождение сразу 3 – большая редкость. Может быть, поэтому и стоит применить для таких семей индивидуальные решения. Но так как рождение тройни крайне редко, может быть, о таких семьях в потоке общих цифр в борьбе за повышение демографии просто забывают. Для помощи семье Скулкиных можно связаться по телефонам ТНВ. Татьяна Тимошенко, Влад Поташников, 7 дней. Мы часто говорим о комфорте, удобстве, которые привносят в нашу жизнь цифровые технологии. И справедливо говорим. Но давайте смотреть на этот мир шире. Эффект в реальности куда больше. Даже если взять только сферу энергетики и электросетевого хозяйства. Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии и установка повсеместно так называемых умных счетчиков сетевой компании дало толчок к развитию целого пласта производителей электрооборудования, разработчиков, программистов, сервисных компаний и так далее. Подробности в нашем следующем сюжете.
Себя показать, других посмотреть возможно. Это звучит несколько очевидно, зато очень точно и емко. Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» в столице Башкортостана Уфе – отличное место, чтобы обменяться опытом, показать и увидеть последние новинки российской энергетики, почувствовать тренды. Один из таких явных легко было заметить по обширной экспозиции электромобилей. Другой, наверное, не столь очевидный, по представленным инструментам и приспособлениям для работ под напряжением. Во всех этих направлениях наша сетевая компания является одним из лидеров в России, поэтому генеральный директор Ильшат Фардиев выставку осмотрел с интересом, тем более, что с большинством ее участников он знаком лично и очень хорошо. А вот для премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова некоторые разработки, представленные на стенде Татарстана, стали приятным открытием. К примеру, изделия и различные приспособления для работы, объединенные под брендом «Фабрика идей». Уникальный проект для России. Суть в том, чтобы передовые идеи и изобретения работников компании проанализировать и оценить, а затем, если есть необходимость, вывести в мелкосерийное производство с перспективой тиражировать по всей компании. Сама идея принадлежит нашему генеральному директору Ильшату Шаиховичу Фардиеву. И она подразумевает, что каждая идея, которая подается сотрудникам, изготавливается ими же из подручных материалов. И далее оно проходит апробацию. Устройство для демонтажа крючев, приспособление для измерения угла наклона опоры. Вот эта вот стрелка двигающая, она показывает угол наклона, градус наклона. Или вот такое, на первый взгляд, очевидное приспособление отбойника для автомобилей, который устанавливается рядом с дверьми трансформаторной подстанции. Его предложили изготавливать электромонтер казанских электрических сетей. Глядя на все это, невольно вспоминаешь про банальный тезис о том, что все гениально и просто. Но простое же решение было объединить все в один стенд, все направления компании Татарстана, чтобы было и про умные сети и счетчики, и про работы под напряжением, и зарядная инфраструктура, которую, кстати, положительно оценил и премьер Башкортостана Андрей Назаров. И как сработало, татарстанский стенд на выставке в Уфе стал настоящим центром притяжения. Легкое столпотворение рядом с местом, где сетевая компания презентует свою, опять же, уникальную разработку – интеллектуальную систему учета электроэнергии. Коллеги из соседнего Башкортостана, руководители и главные инженеры электросетевых организаций слушают с неподдельным интересом. И один из главных вопросов, а это действительно работает и приносит такой эффект. Работает, и более того, это полностью на 100% российская разработка. Это касается и программного обеспечения, и самих интеллектуальных приборов учета. Их производят на предприятии «Промэнерго». Компания также была представлена на стенде. Татарстанская система действительно единственная в своем роде. Она позволяет не только получать с приборов полную информацию коммерческого учета, управлять потерями, снижать их, но еще и информацию для диспетчеров по управлению сетями. Они видят полную картину вплоть до домохозяйств, имеют возможность управлять умными счетчиками, например, ограничивать их работу. С точки зрения аналитики, здесь, наверное, самый главный момент, что счетчики предоставляют информацию о качестве электроэнергии, об различных отклонениях. Поэтому мы сейчас в режиме реального времени видим какие-то проблемы и сразу уже направляем туда силы, чтобы их устранять. Коллеги из соседнего Башкортостана татарстанский опыт оценивают высоко. Процесс взаимного обмена информацией, знаниями, наработками запущен и приносит полезный эффект всем. По поводу производителей счетчиков, которые работают, производят в Татарстане, то, что они будут на территории Башкирии, не исключаю. То есть мы были на производстве, действительно хорошее производство. Что касается, в принципе, да, система интересная, она очень похожа на нашу. Где-то есть такие, скажем, изюминки, которых у нас нету, где-то мы что-то подсмотрели и реализуем. Очень тесно взаимодействую с сетевой компанией Татарстана. Нам интересно узнать, как коллеги развиваются, показать наши достижения. А у нас есть что показать и есть что посмотреть в татарской сетевой компании. Это так. Так называемые умные счетчики – это не просто прихоть энергетиков, это норма, прописанная в федеральном законе. Согласно ей, с 2020 года субъекты энергетики обязаны переходить на интеллектуальные системы учета. На сегодня по республике установлено и функционирует около 380 тысяч умных приборов учета, что составляет примерно 35% от общего количества. Задача к 2035 году охватить все 100% потребителей умными счетчиками. И по факту все идет к тому, что сетевая компания завершит этот процесс намного раньше. Огромный плюс – сейчас в Татарстане налажено собственное производство интеллектуальных приборов учета. Плюс он является в своем классе малогабаритным, что для, допустим, застройщиков является таким довольно-таки важным фактором при выборе того или иного продукта для использования у себя в коммерческой застройке.
А после внедрения этих цифровых технологий потребители уже понимают, какие колоссальные преимущества предоставляют им эти умные счетчики. Наталья Антошина работает заместителем начальника по документационному обеспечению АО «Казэнерго». В компании всего порядка 250 счетчиков, и установлены они в разных местах по всему городу. В котельных, центральных тепловых пунктах и так далее. Сколько уходило времени и трудовых затрат, чтобы собрать, проанализировать всю информацию, сделать нужные отчеты, согласовать их, Наталья вспоминает неохотно. Много и времени, и сил. То ли дело сейчас. Несколько кликов в личном кабинете, и вся информация перед глазами. Специалисты у нас же по всему городу объекты. То есть мне нужно, чтобы они туда пошли, это все сняли, потом опять мне принесли. То есть здесь очень много, большая цепочка, так скажем. А сейчас это все намного проще и времени. То есть я уже сейчас не формирую эти данные. То есть за меня это делает машина. Молодая мама Эльвира Рахимуллина вместе с мужем и 3 детьми живет в своем доме в поселке Новое Караваево в Казани. Раньше, говорит, вела отдельную тетрадь, чтобы записывать показания счетчика. Затем была главная боль, куда и кому их передать. Сейчас все эти хлопоты в прошлом. Уже, получается, я тетрадь не веду, но она у меня уже в личном кабинете отражается, какими были последние показания и какие в этот месяц уже переданы. А вот что является важным преимуществом для другого жителя Казани. Один из плюсов, я считаю, то, что за все приборы учета, которые сейчас устанавливаются на опорах, ответственность несет сама сетевая компания. То есть не нужно выезжать, покупать, самому устанавливать. То есть если с счетчиком что-то произойдет, если он сгорит, например, поломается или срок госповерки истечет, сетевая компания сами приедут и поменяют. К слову, привлекать к обслуживанию умных счетчиков планируют и студентов. Соответствующий вопрос прорабатывается между сетевой компанией и Республиканской организацией студенческих отрядов. Новые цифровые технологии делают нашу жизнь не просто удобнее, привносят в нее комфорт, они двигают всю нашу экономику вперед. Свои плюсы получают и производители оборудования, и сетевые компании, а значит и все мы. С заботой о каждом, с энергией для всех. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмисыз, в студии Наэль Дихате. В Татарстане установился североатлантический циклон, который принес обильные осадки и похолодания. Сохранится ли он на следующей неделе, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана все 7 дней будет пасмурно. Дожди ожидаются во вторник, в пятницу и все выходные. Температура днем в среднем около 8 градусов. Самыми холодными днями будут вторник и среда. Точнее, температура понизится до 2 градусов в середине недели. Но ближе к выходным температурная планка повысится. На юго-востоке неделя начнется и закончится дождями. Они ожидаются в понедельник и вторник, а затем и в выходные. Начало и середина недели также будут холодными. Температура днем составит не больше 6 градусов. Ночью и вовсе упадет до нуля. Но ближе к выходным ожидается небольшое потепление до 10 градусов днем и около 6 ночью. В центре республики дождливо почти во все дни предстоящей недели, кроме среды и четверга. Самый холодный день, по предварительным данным, вторник. Плотность термометров опустится до 4 градусов днем. К концу недели дневная температура поднимется вплоть до 11 градусов. Ночью в начале недели холодно, сначала 3-4, затем и вовсе 1 градус. К выходным же станет теплее. На юго-западе Татарстана также почти всю неделю будет лить дождь. Без осадков только в среду и четверг. Дневная температура до середины недели около 6 градусов. К выходным станет немного теплее. Ночью от 1 до 3 градусов в первой половине недели и до 7 градусов в выходные. На северо-западе республики и в столице Татарстана примерно такая же картина. Облачно, повсеместно дожди, сухо только в середине недели. В среднем показатель температуры будет держаться на отметке в 6-8 градусов. К выходным ожидается 10-12 градусов тепла. Ночью сначала 3-4 градуса, затем около 7. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Одевайтесь теплее, не болейте, хорошего вам настроения, несмотря на дождь и слякоть. Всего доброго. От Нуларыгыз, Уңышлы болсын.